В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью, в студии Алексей Соколов. И сегодня мы обсудим ситуацию, непростую ситуацию, в которой оказались многие жители Якутска и других прибрежных населенных пунктов, чьи участки в зонах затопления и подтопления. В таких зонах запрещено строительство домов. Какие территории в Якутске и ряде других населенных пунктов попали в зоны прогнозируемого затопления и подтопления? И как быть гражданам, чьи участки оказались в таких зонах? Об этом поговорим с Зинаидой Васильевой, руководителем Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Зинаида Егоровна, здравствуйте. В связи с чем в Якутске возникла необходимость определить зоны подтоплений и затопления? Необходимость принятия этого постановления в том, что у нас очень много населенных пунктов находится на поймах рек. Целые населенные пункты расположены на пойменных участках речных долин. В этой связи ежегодно, особенно где у нас северные территории и реки текут с юга на север, где наблюдаются очень частые заторные явления, происходит затопление населенных пунктов. У нас в Республике Саха-Якутия таких населенных пунктов 123, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости границы зон затопления. Границы зон затопления определяются для однопроцентной обеспеченности, то есть когда наводнение происходит один раз в 100 лет. Эти населенные пункты были внесены по списку Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Список был предоставлен Федеральное агентство водных ресурсов. Нам был спущен график установления границ зон затопления. И начиная с 2017 года Министерством экологии проведена работа по установлению границ зон затопления в затапливаемых населенных пунктах. Зинаида Егоровна, давайте обратимся к терминологии, вот, чтобы телезрители у нас понимали, что такое зоны затопления и подтопления, в чем, собственно, принципиальная разница? Зоны затопления – это когда населенный пункт затапливается в силу выхода воды из поверхностных водных объектов. То есть, когда река выходит из своего русла и затапливает населенные пункты, это затопление. Когда выходит вода подземных источников, поднимается грунтовая вода и тоже затапливает населенные пункты, это будет подтопление. Хорошо. А как узнать, относится ли тот или иной участок к определенной из зон? Как я уже сказала, установлены границы зон затопления 123 населенных пунктов. Все картографические материалы, все пояснительные записки направлены муниципальным образованием. И эти границы внесены в границы в Единый государственный реестр недвижимости. И данные находятся в публичной карте, публичной кадастровой карте Росреестра. Если войти в эту публичную карту, можно увидеть, но тем не менее граждане, которые сомневаются или которые думают, что их участок попадает в зону затопления, могут с координатами направить к нам запрос. Бывают случаи, когда гражданину отказывает в том, что его участок находится в зоне затопления. Когда мы смотрим именно по координатам, именно его участок может и не попасть в зону затопления, в границы зон затопления. Поэтому публичная карта кадастровая Росреестра и запрос к нам в Министерство экологии. Хорошо, пожалуй, два главных вопроса. Что делать, как быть, если участок включен в эту зону затопления, куда обращаться? Ну и самое, что важно, интересует в этой ситуации людей, значит ли это, что нельзя строить дом на участке? Да, в границах зон затопления запрещено капитальное строительство. Регистрация капитального строительства, само строительство в границах зон затопления. Это у нас нормой закона, Водного кодекса
67.1 статья о запрете строительства в границах зон затопления без сооружения, защитного сооружения и самого населенного пункта или самого объекта. Ну вот вы сказали о том, что постоянно проводите мониторинг. Говорит ли это о том, что в последующие годы, может быть, возможно внести изменения в данные? Да, в границы зон затопления можно внести изменения. Изменения вносятся, если построено защитное сооружение и оно внесено в документы территориального планирования населенного пункта. Если я правильно понимаю, здесь также изменения могут быть внесены в том случае, если появятся так называемые инженерные сооружения дамбы. Да? Ведется ли строительство инженерных сооружений в республике в зонах затопления и в каких районах есть функционирующие инженерные сооружения для защиты как раз населенных пунктов от затопления? Да, строительство защитных сооружений на территории республики велось с 2001 года. Это после затопления, как вы помните, города Ленска. Там построены защитные сооружения. Также защитные сооружения построены в городе Алекминске, в селе Утыккёль. И у нас в Якутске тоже есть инженерная защита от паводковых вод реки Лена. Эти объекты построены и несут функцию защиты от затопления населенных пунктов. Также планово мы работаем по разработке проектно-сметной документации инженерных сооружений по защите населенных пунктов. В настоящее время мы направили заявку на финансирование из федерального бюджета по строительству защитного сооружения города Верхоянска. Наша заявка рассмотрена Федеральным агентством водных ресурсов, согласована, и ждем финансирования от Минфина Российской Федерации. Но тут я оговорюсь, потому что этот объект мы заявляемся, начиная с 2017 года, в связи с тем, что не было финансирования. Ежегодно мы эту заявку направляем в адрес Федерального агентства и ждем финансирования из федерального бюджета. Как только финансирование решат выделить, тогда мы будем строить этот объект. Также у нас есть проектно-сметные документации по строительству тоже защитных сооружений. Необходимо разработать в городе Среднеколымск. Также у нас есть реконструкция защитной дамбы села Намцы, Графский берег, Кысыл деревня. Существующая дамба защищает населенный пункт, однако провели его реконструкцию, продлили, и проектно-сметная документация по реконструкции данного объекта прошла государственную экспертизу в Москве и ждет тоже финансирования из федерального бюджета. Я правильно понимаю, Зинда Егоровна, что вот перечисленные вами населенные пункты и микрорайоны в тех или иных районах республики в перспективе выпадут из этого списка зон затопления, так получается? Да, те населенные пункты, в которых будут построены защитные сооружения, они выведутся из зон затопления. Также у нас есть населенные пункты, у которых есть эти сооружения. Допустим, вот Едейсы, да, Намского улуса. Там есть построенные за несколько лет защитные сооружения, но в связи с тем, что оно не внесено в документацию территориального планирования, населенный пункт попал в зону затопления. Задача муниципального образования — внести это сооружение в документы территориального планирования, заявиться в Министерство экологии о изменении границ зон затопления, и мы начинаем работу по внесению изменений границ зон затопления данного населенного пункта. Такая же ситуация в селе Намцы. Тот объект, который есть, он должен быть в документах территориального планирования, тогда только вносятся изменения в зону затопления.
Ну, а теперь хотелось бы услышать от вас, наверное, все-таки о последствиях для владельцев этих самых участков. И вот что касается федерального законодательства, насколько вот эти нормативные акты соответствуют федеральному законодательству и какие последствия для жителей домов, которые уже, может быть, в принципе построены, или тех голых участков, где планируют построить дома, какие последствия могут быть для владельцев земельных участков в случае строительства жилого дома на том участке, который попал в перечень затопляемых? Ну, 123 населенных пункта, которые попали в границу зон затопления, нами сделан анализ. Из них более 30% территории затапливается в 82 населенных пунктах, где требуется строительство защитных сооружений. В этих населенных пунктах уже стоит запрет строительства в зонах затопления, а то, что находится уже в зоне затопления, защитит только гидротехническое сооружение защитное. А на тех населенных пунктах, где площадь затопления составляет менее 30%, мы рекомендуем муниципальным образованиям выделить новые земельные участки на незатапливаемой территории, и граждане, чтобы построили дома на незатапливаемых территориях, и где и будет разрешение на строительство, и территория не затапливается, такое решение необходимо принять. Ну, наверное, задам вопрос все-таки проще. То есть, каким может быть решение суда, если владелец участка, который попадает в список затапливаемых территорий, построил там дом? Дом под снос? Он может построить дом с защитой, то есть поднять уровень выше уровня затопления. То есть его дом будет стоять на месте на уровне выше, чем уровень затопления. Такое решение возможно, потому что мы ведем работу с Федеральным министерством экологии для внесения изменений в Водный кодекс по запрету капитального строительства. Если этот закон не внесем изменения, тогда у нас развитие населенные пункты не получат. Невозможно будет строить ни социальные объекты, ни частные дома. В этой связи мы совместно с Министерством строительства, с Управлением архитектуры республики начали работу по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. И нами получено письмо Министерства природных ресурсов Российской Федерации о том, что наши предложения по внесению изменений в статью Водного кодекса принято, и ведется работа с Советом Федерации. Поэтому вот если смотреть сейчас на эту ситуацию, ведется работа по внесению изменений в Водный кодекс. То есть вот насчет этого запрета по строительству, по капитальному строительству в границах зон затопления. Будут внесены изменения, то есть разрешение на строительство при свайных фундаментах или при поднятии уровня территории выше, чем уровень затопления. Этот вопрос сейчас, как говорится, скоро решится. Хорошо, спасибо большое, Зинаида Егоровна. Я еще раз напомню, что в рамках актуального интервью мы обсуждали перечень тех домов, которые попали в так называемые зоны подтопления, зоны затопления. И гостем, экспертом выступила сегодня руководитель департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Министерства экологии Республики Саха-Якутия Зинаида Васильева. Спасибо.